Несколько лет назад в центральное отделение Bank of America, расположенное на Манхэттене, зашел обычный с виду китайский мужчина, который, немного осмотревшись, приблизился к менеджеру и сказал, что ему необходима помощь. Как и подобает в таких случаях, менеджер по имени Том вежливо попросил незнакомца присесть и спросил, чем он может ему помочь. Незнакомец начал с того, что у него появились непредвиденные обстоятельства. Так получилось, что он собирается на 2 недели по делам в Китай, и ему необходимо занять сумму в $1000, и что самое главное, всего на 2 недели. Казалось бы, обычная процедура выдачи кредита, после чего менеджер Том объяснил незнакомцу условия займа и попросил документы на рассмотрение. При этом уже начал распечатывать договор. Но не успел он этого сделать, как незнакомец его опередил. Понимаете, все дело в том, что у меня нет при себе никаких бумаг, кроме водительского удостоверения и документов на автомобиль, который припаркован неподалеку. Да и времени ждать у меня тоже, к сожалению, нет, произнес мужчина. В банковском деле ситуации бывают разные, а менеджер как раз и есть тот человек, который должен подсказать клиенту, как можно поступить. Именно так и сделал Том. Мы, конечно же, готовы вам помочь, но банку понадобится какая-то форма обеспечения кредита. Возможно, у вас есть варианты? Спросил уверенно менеджер. Немного подумав, при этом перебирая ручку в руках, мужчина ответил: «Да, вы знаете, у меня есть предложение», и, достав из кармана ключи от автомобиля, положил их на стол. «Прямо возле входа в ваш банк стоит мой новенький Феррари. Я надеюсь, этого будет достаточно. Я любезно оставлю его в залог как гарантию». В это время у менеджера чуть не отвисла челюсть. Единственное, что он смог промолвить: «Секундочку, подождите, пожалуйста, здесь», и удалился. Спустя 10 минут Том согласовал с директором отделения сделку. Такой щедрый залог, конечно же, руководству банка показался более чем достаточным, и они с удовольствием согласились принять автомобиль в качестве обеспечения кредита. А уже вскоре владелец автомобиля вместе с сотрудником Bank of America загнал шикарный Феррари в подземный гараж банка и припарковал его там. После чего, получив свои долгожданные $1000 и пожелав хорошего дня персоналу, покинул отделение. Следующие несколько дней все сотрудники банка приятно смеялись над китайцем, который использовал новенький Феррари за $250 тысяч США в качестве залога под кредит в мизерных $1000. Новость о таком необычном кредите облетела все филиалы от Филадельфии до Сиэтла, и все как один улыбались над странным клиентом. «Ну да ладно, всякое бывает. Может, туго с деньгами, а может, купил Феррари на последние», – шутили работники. Тома даже назвали самым удачным менеджером месяца и на совещании приводили его в пример. Ведь, отдав всего $1000, в случае невозврата банк получил бы целых 250 тысяч. Согласитесь, сделка более чем просто выгодная. И, наверное, так можно было бы считать ровно до того момента, пока через 2 недели сотрудниками банка не была установлена дополнительная информация о владельце авто. Служба безопасности выяснила, что этот, как его в шутку прозвали, нищий китаец, который пришел просить $1000, мультимиллионер, владелец крупнейшей IT-компании с огромным ежегодным доходом. И тогда это уже не на шутку озадачило персонал. Но 2 недели пролетели незаметно. Спустя ровно 14 дней, как и запланировано, нищий миллионер вошел в банк. Он спокойно отправился в кассу, где благополучно выплатил $1000 и проценты, которые составили $5.41. Получив на руки документы о закрытии кредита, мужчина вместе с менеджером Томом отправился в гараж за машиной. И, оглядев свой Феррари со всех сторон, китаец поблагодарил менеджера и протянул ему $100. «Держи, Томми, это тебе за хорошую работу». Кредитный менеджер был в недоумении. Конечно же, в его голове было больше вопросов, чем ответов. Что вообще происходит? Но парень все же набрался смелости задать вопрос миллионеру, который мучил уже несколько дней не только его, но и весь персонал. «Простите, сэр, мы очень рады, что смогли помочь вам и вашему бизнесу, а сделка сработала очень хорошо. Но мы все немного озадачены. Пока вас не было, мы проверили и обнаружили, что вы очень богаты. Зачем вам одалживать $1000, да еще и под залог дорогого авто?» Но ответа, который прозвучал далее, менеджер не то что не ожидал, он бы никогда до такого даже не додумался. Мужчина посмотрел в глаза паренька и сказал: «Томми, понимаешь, да, я очень богат и живу тут неподалеку в пентхаусе. Но вот скажи мне, а где я еще в Нью-Йорке смогу оставить свою машину на 2 недели всего за $5.41 и ожидать, что она будет там, когда я вернусь, да еще в целости и сохранности?» После чего миллионер пожал руку служащему банка и с улыбкой на лице уехал на своем новеньком Феррари. Менеджер так и простоял еще минут 10 с немым лицом на парковке, осмысливая все то, что вообще произошло. Учитывая то, что стоимость парковки на Манхэттене в среднем $30 в час, думаю, несложно подсчитать, сколько $1000 за 2 недели сэкономил миллионер. При этом, заплатив всего $5, его авто стояло на самой безопасной стоянке. Конечно же, возможно, эта история выдумка, а возможно и нет. Ведь нестандартное мышление ежедневно делает сотни людей миллионерами, даже за то время, пока длился этот ролик.
Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратит, а уровень богатства каждого из нас измеряется временем, который вы проживете, отказавшись от работы. И каждый может сам определить свой уровень богатства. Друзья, надеюсь, эта история была поучительной. Оценивайте видео, если оно вам понравилось, пишите свое мнение в комментариях и до скорого.